Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу теплую поддержку в виде комментария и лайка, за вашу помощь. И земной вам поклон. Сегодня будет отсыпочка на такую тему. Срочная весточка от вашей судьбы. Загадайте, пожалуйста, на себя. Попросите весточку для себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, красота! Смотрите, ангел вышел. Вам вышел ангел. Весточка заключается в том, что вам так и говорят: моя хорошая, дорогая, не бойся, не бойся, с тобою ангелы. Тебя защитят, тебя укроют, тебе помогут. Очень классный ангел, и вот крылья, да, крылья у ангела. И прям в центре, прям в венце. Вас здесь показали, знаете, вот таким цветочком, который, простите, да, как, вянет, да, чахнет цветочек. Вам нужно что-то делать, моя хорошая. И вы знаете, что вам нужно делать. Не надо бояться, не надо уходить в себя. С вами ваш ангел. Он вам поможет в любой ситуации, в любой беде, в любой неприятности. Бояться не стоит. Надо жить, надо идти вперед, надо бороться и надо действовать. Знаете, тут как призыв. Судьба вам так и говорит: вставай и иди. Не бойся, ангелы с тобой. Никто тебя не оставит, тебе помогут. И ангелы, и добрые люди, которые будут посланы тебе. Ты не одна. И никогда одна не будешь. Борись, живи, иди вперед. Очень сильный такой, знаете, энергетический посыл идет от этого песка. Девушки, женщины, мои хорошие, именно к вам обращаюсь. Мужчины, извините, но здесь чистая женская энергетика пошла. Как бы тяжело вам не было, это поворотный момент. И вы не должны его пропустить. Именно сейчас, в момент, когда вы смотрите эту отсыпку, вам нужно начинать активно идти вперед и бороться за себя и за свое прекрасное будущее. Будущее у вас есть, оно цветущее, оно райское, оно очень-очень благополучное. Это как исполнение всего того, о чем вы мечтали. Оно у вас в будущем. Не надо на себе ставить крестики, не надо уходить от людей, не надо закрываться от проблем. С ними нужно бороться, их нужно решать. У вас есть на это силы, и ангелы с вами. Вот поверьте, так оно есть, так оно есть. Мои хорошие, сейчас все зависит от вас. Знаете, стоите вы на развилочке, да? Пойду и свое возьму, да? Жить начну, по-настоящему жить наконец-таки начну. Либо пойду и зачахну. Выбирайте себя, выбирайте жизнь. В будущем так много всего прекрасного идет для вас. Вы же так натерпелись, вы же так настрадались. Только вперед, выше подбородок и вперед. Ангелы с вами. Очень сильно, просто аж до слез, знаете, аж пробираю. Такая энергетика, вот колется немножко даже, сильная энергетика. Так, внизу, смотрите, с левой стороны бабочка летит. Видите эту бабочку красивую? Она летит к вам, она летит в вашу жизнь. Это какое-то очаровательное, невероятное событие. Да, оно по формату небольшое, но это как поддержка для вас идет. Поддержка либо знак. Да? Кому-то знак нужен, и знак вам будет послан. Слева, смотрите, на хвостике у бабочки маленькое сердечко. Маленькое сердечко. Может быть, вы отчаялись из-за кого-то. Может быть, вы сейчас в депрессии по вине какого-нибудь персонажа, да, там мужчина, может быть, ребенок, может быть, какой-то родственник. Да. Все поменяется, вам знак придет.
о том, что все поменяется. Прям с левой стороны, когда прям совсем не ждете и в самую, скажем так, темную, сложную минуту вашей жизни. Знак вам будет послан. Научитесь читать знаки. Это очень важно. Научитесь, не игнорируйте знаки. Знаки вокруг вас. Вам судьба постоянно весточки шлет, но вы не всегда на них реагируете, либо не всегда в том состоянии, чтобы их считать. Даже могут совершенно случайные люди, вот как я, например, да, вам попадаться и говорить эту информацию. Но вы почему-то ее не воспринимаете, либо уже во всем разочаровались и ни во что не верите. Смотрите, все зависит только лишь от вас. Вы хозяйка своей судьбы. И ваша судьба решается в моменте здесь и сейчас. Не время унывать, время бороться, время жить, идти вперед. Так, еще весточка. Весточка о какой-то проблеме, беде. Проблема, беда, возможно, не ваша, возможно, у кого-то проблема, беда, а вы этому человечку помочь не можете. Ну вот как связаны у вас ручки, да, нет возможности помочь. Здесь судьба говорит, это не твоя печаль, не твоя забота. Там все будет так, как должно быть. Там, знаете, линия судьбы этого человека просматривается. То есть, возможно, этому человеку нужно это пережить. Да? Нужно обязательно пережить. И вы очень сильно близко к сердцу принимаете, да, что помочь не можете. Прям себя как в депрессию загоняете, либо травмируете. Прекратите это делать. У каждого своя судьба. Каждый должен прожить свой жизненный урок, свой кармический урок. Да, этих уроков огромное количество, да, и каждый день мы их проживаем. Не пытайтесь взять эту вину на себя. Вы ни в чем не виноваты. И ваше бессилие — это не грех. Это вот такая данность, да, человек должен это прожить. И поверьте, этот человек все это проживет. Выйдет он из этого, да, проживет и выйдет. Это не фатал, это не конец. Это такое испытание, которое нужно пережить. Вот, не берите на себя и себя ни в чем не вините. Здесь все как должно быть. Так, еще какое-то новое предложение к вам придет. Предложение может быть не совсем вам подходящее, либо не совсем, вы к нему готовы, допустим, да? Вот вы домохозяйка, либо вы на пенсии, и тут вам будут предлагать какую-то работу, либо подработку, либо к кому-то присоединиться, в чем-то поучаствовать, куда-то съездить. И вы такая понимаете, да, но нет, да? Да, но нет. Здесь вам судьба говорит, согласись, прими, не пожалеешь. Наоборот, что-то получишь хорошее, позитивное, прекрасный опыт, замечательное времяпрепровождение. Согласись, тебе это надо. Тебе это надо. Соглашайся и долго не думай. Кстати, женщина вам будет предлагать. Именно женщина. От женщины поступит такое предложение. Очень хорошее предложение. Очень-очень хорошее, доброе, позитивное. Так, здесь у меня еще образ птицы Феникс. Птица Феникс, у нее два крыла. Одно крыло у нее полноценное, смотрит вправо, второе у нее еще не раскрылось, в левую сторону смотрит. Девочки, вы оживаете. Это не конец, это не приговор, это не точка. Да? Это запятая. После запятой, да, дальше будет продолжаться предложение. Поэтому прекратите себя на негатив накручивать. Вы птица Феникс. Вы оживаете. Одно крыло вы расправили, да, но пока летать не можете. Второе крыло, как у вас, перышками обрастет, да, летать сможете, парить будете, на высоту подниметесь. Поверьте, это будет ваша... вот видите, вот она, птица Феникс, ее уже видно. Все будет, моя хорошая, все будет. Не надо себя на негатив настраивать, накручивать. Негатива не будет, позитив будет. А если вы уж прям глаза закрыли, как говорится, и в темную пошли, конечно, на кого тогда обижаться? Судьба говорит, именно сейчас твоя жизнь в твоих руках. Возьми бразды правления, да, либо штурвал от своей жизни и давай, рули, крути, управляй. Управляй, это твоя жизнь, тебе жить, тебе дальше идти. Там так много хорошего впереди.
Не ставь на себе крест, не запрещай себе любить, не запрещай себе жить. Надо, мои хорошие, надо мобилизоваться, надо собраться вот в кулачок и идти вперед. Переломный момент переживайте. Переломные моменты, они такие тяжелые, они так нам, даются, такая ломка, такая тревога. Ну, как будто, кстати, гормоны могут шалить на этой почве. У нас еще и луна убывает. Поймите, мои милые, вы нашли это видео для того, чтобы замотивироваться. С меня, конечно, мотиватор так себе, я думаю, вы уже это поняли, но поверьте, что могу, то и делаю. Я передаю вам весть от вашей судьбы. Я всего лишь проводник, переводчик, да, между вами и вашей судьбой. Моя хорошая, впереди очень много всего, очень-очень много всего. Смотрите. Судьба говорит, что вы с кем-то, видите, будете вместе, будете обниматься, будете друг к другу вот так прям прильнете. Вы все разные. У кого-то отыграется любимый человек, которого сейчас рядом нет. И нет надежды на то, что он будет с вами рядом. Ну, это, по крайней мере, на ваш взгляд. Но видите, да, вы обнимаетесь. Кто-то кого-то потерял. Кто-то с кем-то расстался, да? Я вижу, что вы вместе, вы обнимаетесь. Здесь очень классный знак еще и с левой стороны, да, в то, что я вообще уже не верю, да, потеряла всякую надежду, но оно будет, оно обязательно будет. И здесь мне очень нравится сама фигурка. Здесь вас обнимает, да, а вы прильнули к этому человеку. То есть все-таки инициатива этого человека будет вернуться, прийти, помириться, восстановиться, образумиться. Да, вот как-то так идет. Так, еще идет к вам рыба. Рыба, кстати, крупная, очень крупная. Рыба может означать деньги, большие деньги. Рыба также может означать и здоровье, и любовь. Эта рыба, она уже подплывает к вам. Буквально там не сегодня, завтра. Да, ну, заплывет, и просто в руки к вам будет прыгать. И смотрите, эту рыбу ловить не нужно, она сама вам в руки прыгнет. Сразу предупреждаю, рыба большая и тяжелая, да, но важно эту рыбу для себя сохранить. Ни с кем не делиться этой рыбой и никому о ней не говорить. Иначе найдут такой способ, чтобы у вас эту рыбу забрать, отобрать. Да, украсть в конце-то концов. Имейте это в виду. К сожалению, так сложилось, что вас окружают неблагородные люди. Я не могу сказать про всех, но пару лиц очень неблагородные, очень ненадежные и такие, знаете, пакостные и завистливые. Вот есть в вашем окружении такие люди. Вы, возможно, догадываетесь, о ком я говорю, а возможно, по доброте сердечной не видите в людях плохого. Но так иногда бывает. Когда человек сам добрый, он в других плохого не видит. Просто не понимаете, что такое плохое. Вы сами плохого-то не делали, да? Как вы можете понять, что человек плохой? Нет у вас в этом опыта, к сожалению. Эти люди, они есть. Они есть и прям, знаете, ждут момента, чтобы подставить вам подножку, либо толкнуть вас в спину. Такое есть, к сожалению. Но в вашем окружении также есть очень много хороших людей. Людей, которые искренне к вам относятся, вас любят. Да, может быть, они вам ежедневно по 100 раз на день не говорят о своих чувствах, о своем хорошем расположении. Но, тем не менее, это есть. Это есть, это было, и это еще будет. То есть они никуда не деваются из вашей жизни. В критических ситуациях эти люди всегда рядом с вами. Их не надо просить, они сами все видят. Да? Они не говорят о любви, они ее показывают. Они ее показывают. Вот. Когда вы от людей закрываетесь, понятно, что человек не может увидеть, в каком вы состоянии. Будьте в этом вопросе немножечко открытие, что ли. Да? Не стесняйтесь своих чувств, не стесняйтесь своих проблем. Иметь проблемы — это не позор. Это естественное состояние человека. Поверьте, есть люди, которые могут с удовольствием вам помогут. Есть такие. Так, еще по поводу разочарования, которое вы пережили. Разочарование. Это был урок.
Это был урок, и урок достаточно болезненный, но вы его прошли. Вы его очень славно прошли. Вы уже этот урок закрыли. Все хорошо. Совсем скоро вы начнете об этом забывать, да, память начнет притупляться, и все нормально будет. Так, мои хорошие, что вы должны знать? Суммируем, да, нашу отсыпочку. Во-первых, вы сейчас проживаете самый пик вашего переломного момента. И это самое темное время в вашей жизни. Время, когда и мозги не могут нормально функционировать, и у вас полный раздрай, и вы просто в каком-то ужасном обреченном состоянии находитесь. Но поверьте, за каждой темной ночью приходит новый светлый день. И в вашей жизни отыграется точно так же. Вы сейчас вот на самом пике этого излома, перелома стоите. Просто держитесь и знайте, что вам стоит идти дальше, что вам стоит жить. Ведь в будущем судьба для вас приготовила очень-очень много всего и интересного, и веселого, и семейного, и счастливого, и благополучного. Все это у вас в вашем будущем. Продержитесь, не сдавайтесь. Смотрите, и ангелы с вами. Да? Вперед, продержаться и вперед, только вперед, как получится. Хотите на цыпочках, хотите на четвереньках, хотите ползите, хотите катитесь, но только вперед, ребят, только вперед, не останавливайтесь и не сдавайтесь, не опускайте руки. Помните, что вы птица Феникс, и скоро у вас будет второе крылышко, да, отрастут перышки, будет второе крылышко, и вы сможете летать. Вы будете летать, вы будете хозяйкой своей судьбы и жизни. У вас все впереди, мои хорошие. Как говорится, хвост трубой, и только вперед, нет пути назад. И нельзя оставаться в той точке, в которой вы находитесь сейчас. Как бы тяжело ни было, движение вперед. Вот это ваше, как ответственность, да, зона вашей ответственности. А судьба вас не обидит. Ваша судьба вас точно не обидит. Продержитесь. Осталось ждать совсем недолго. Мои хорошие, спасибо вам за внимание. Не могу понять, второй день подряд очень такая энергетика идет непростая, да, очень такие сильные сигналы я ощущаю. Возможно, но действительно так оно и есть. Да, жизнь меняется, всем тяжело, да, времена нынче тяжелые. Но, еще раз говорю, да, ночь закончится и будет новый день. Держитесь, мои хорошие, держитесь, все получится, все будет просто отлично. Всем спасибо, всем пока-пока.